этом видео мы рассмотрим, как сказать «не» и «нет» по-удмуртски. Однозначного перевода этих русских слов на удмуртский нет. В нем есть много способов выразить отрицание. Первый способ – глагол отрицания «уг» в настоящем и будущем времени глагола. Например, «Мон уг мынышки» – «я не иду». Настоящее времени. «Мон уг мыны» – «я не пойду». В будущем времени. Второй способ. Глагол отрицания «эй» в прошедшем времени. Например, «Мон эй мыны» – «я не ходил». Третий способ. Глагол отрицания «н» в повелительном наклонении. Например, «эн люкеты» – «не мешай». Четвертый способ. Отрицательная частица «медаз» в повелительном наклонении третьего лица. Например, «медаз кошки» – «пусть не уходит». Пятый способ. Отрицательная частица «эвел» может употребляться для выражения отсутствия чего-то. Например, «мы нам укшое эвел» – «у меня нет денег». Также может употребляться для отрицания именной части составного именного сказуемого. Например, «Мон джужитовал» – «я невысокий». Также может использоваться для отрицания неочевидного прошедшего времени. Например, «со эвел верам» – «он не сказал, оказывается». Отрицание неочевидного прошедшего времени глагола «вераны» – «сказать». Шестой – достаточно редкий вариант частицы «не». Например, «перещ не перещ, но ж ягид эвелни» – «старый не старый, но уже не молодой». Теперь рассмотрим, как сказать «нет» в ответ на вопрос. Здесь тоже несколько вариантов, в зависимости от вопроса. Например, «Тон мынода, пойдешь ли ты?» Здесь «а» вопросительная частица «ли». Отрицательный ответ здесь «уг». Это сокращение от фразы «мон уг мыны» – «нет, я не пойду». В прошедшем времени «тон мыниа» – «ходил ли ты?» Отрицательный ответ «эй». Это сокращение от фразы «мон эй мыны» – «нет, я не ходил». Еще вопрос. Например, «тон удмурта» – «ты удмурт?» В этом случае отрицательный ответ будет «эвел». Это сокращение от фразы «мон удмурт эвел» – «нет, я не удмурт».